Бурзянский район по праву славится красотой своей природы, а жемчужина района – заповедник Шульганташ, расположен в западных предгорьях Южного Урала, в горно-лесном поясе и является кандидатом на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Герой выпуска Михаил Косарев работает в заповеднике ровно 40 лет, из которых 25 лет в должности директора. Всю свою жизнь он оберегает родные для него территории, вкладывает усилия для сохранения бортевого пчеловодства и самобытности местных жителей. Сегодня проект «Моя вершина» отправится вместе с Михаилом по самым живописным местам заповедника Шульганташ. Что за тайны хранит одноименная пещера и какие пчелы делают самый правильный башкирский мед? Ответы узнаете в этом выпуске. Сегодня мы находимся в Бурзянском районе на территории заповедника Шульганташ. Но многим из вас она известна только пещерой. Хотя на самом деле территория большая, и помимо экскурсионного комплекса здесь еще и имеются территории, где развивается и сохраняется бортевое пчеловодство. Поэтому у нас состоится встреча с директором заповедника Михаилом Николаевичем Косаревым, который нам расскажет и покажет этот заповедник. Надеюсь, день будет интересный, и мы много узнаем, кроме этих насекомых, еще о пчелах. Добрый день, Михаил Николаевич. Добрый день. Как ваше настроение? Хороший, рабочий. Отлично. Михаил Николаевич, что сегодня нас ожидает, какой маршрут? Ну, сегодня мы сделаем петлевой маршрут по части территории заповедника. Сначала проедем по речке Кужа, это центральная водная артерия нашего заповедника. Затем посетим деревню Верхний Нугуш, проедем по граничной реке Нугуш до устья ручья Вадраш, это северо-западная граница, и там пообщаемся с нашими работниками, которые такой же опорный пункт возводят сегодня. Вернемся в Ленинград и на музейный комплекс около Каповой пещеры. Опорный пункт такой же, как здесь, да, вот где мы находимся, да. Первый опорный пункт. А для чего создаются опорные пункты? У нас заповедник особенный, 12 обходов, 12 госинспекторов обходов, они же бортевики. Им приходится часто ночевать в лесу при выполнении работ бортевом пчелстве, при учетах. Практически в каждом обходе есть вот такой опорный пункт или более скромная избушка. В них люди чувствуют себя в безопасности. Около них мы создаем небольшие холодные пасеки. Журналисты иногда ночуют. Очень важно это для медовых туров. 4 года мы развиваем медовые туры, когда для того, чтобы не получить фальсификат, люди приезжают на отбор меда, чтобы посмотреть, как это делается. Из борта мед дорогой. Но эти избушки их просто радуют, когда хорошие условия. Ну, то есть основная задача заповедника – это сохранение и развитие бортевого пчеловодства, да? Это одна из задач, ради которой он был создан, но у нас общая для всех заповедников России задача – это сохранить природную неприкосновенность, природные комплексы, проводить мониторинг, исследования по своей тематике, развивать щадящий экологический туризм, где это можно. Вот эти избушки тоже для медовых туров, когда используются, для научных туров, это элемент развития туризма. Михаил Николаевич, вы родились в этих краях, как бы и выросли, учились в местной школе. Вот в какой момент поняли, что хотите связать свою жизнь именно с заповедником? Ну, у меня отец всю жизнь был лесником, объездчиком, помощником лесничим, поэтому я, когда был еще дошкольником, меня спрашивали, кем хочется стать, я говорил лесником, как это меня тянуло. Всякие букашки, таракашки, растения интересовали. Я люблю фотографировать, путешествовать, причем именно вот здесь, изучая округу, ну, я на километров 100 я глубоко изучил. В последнее время, когда у нас появились хорошие квадроциклы, мы вообще делаем такие с друзьями дальние заезды. Даже на воздушном шаре пролетел, тоже интересный вид туризма, перспективный. Раньше наша страна была очень закрытой, и мы как бы развивали сами себе. Я стараюсь, чтобы у меня работники
бывали за границей. Вот сейчас, когда ситуация стала получше, у меня где-то 15 человек из коллектива были по разу, некоторые по несколько раз за рубежом. У них, особенно молодых, потом глаза по-другому начинают гореть. Ну, понятно, наши, когда ездят за границу, они получают такой опыт передовой зарубежных стран, ну, западных в основном. А какой интерес у западных коллег к нашим местам? Что они у нас полезного могут подчеркнуть для себя? Ну, во-первых, российская система, советская система заповедного дела, она была очень передовой, как бы. Мы далеко шли вперед вот в плане строгой охраны природы. Хотя были там свои перекосы, как бы иностранцам это тоже интересно. А, скажем, вот уникальная традиция сохранена только среди башкирского народа бортничества. Оно было везде в Европе, у лесных народов, везде исчезло давно. Сейчас уже в 8 странах Европы наш опыт, заповедник Шульганташ, пытаются тиражировать. Сначала мы долго учили поляков, потом они уже стали передачным звеном. Yılga, biz 2003 yıldan alıp soluk bilen sığınmalıyım. Soluk'a ki bizge kiren lenge gerekinde erketev, her vakit balta ödün bilen yazgıhın yürüp yavabı, yeygehen qarab kungan soluktardı qarab sığabı, hem közgühün balın alıp, eğer de kunmaha alarda asıp yelletevindi yazgılıkka. Какие особенности заповедники Шульганташ, которые хочется именно сохранить, и есть какие-то проблемные точки, которые нужно вот решать не только вам одним, а сообща? Что сейчас именно? Проблемы всегда есть, если их не замалчивать. Вот у нас два выдающихся объекта охраны в заповеднике. Это бурзянская бортевая пчела, ее генофонд, сохраняемый в условиях дикого обитания, бортевого пчеловства и обычных рамочных пасек. И уникальная живопись Капы пещеры внутри выдающегося природного объекта вот этого спелеокомплекса. Проблем там много, постоянно появляются новые опасности. Вот скажем, подошли дороги, хорошее дело, но в плане сохранения пчелы появились очень труднорешаемые проблемы метизации. То есть улучшается доступность, люди везут пасеки на медосбор липы, на мед раскрученный, кстати, заповедник с ценой 2 раза выше, чем за пределами этого региона. И идет гибридизация стихийная, поскольку маленький заповедник даже теоретически пчел не может сохранить, поскольку пчелы, их матки и трутни летают на спорим до 17 километров, в районе 50 километров перелетают. Это не было известно, кстати, во время организации заповедника. Это ученые выяснили чуть позже. И сегодня вот мы пошагово пытаемся эту проблему решать. По нашей инициативе, благодаря правительству республики, создан комплексный рекреационный резерват ЮНЕСКО Башкирский Урал площадью 15 раз больше, чем заповедник. Это 345 тысяч квадратных тысяч гектаров. Сегодня там худо-бедно на территории 5 муниципальных районов, на которых он находится, работа улучшается. Хорошо. Бурзянский район. В Бурзянском районе эта работа идет лучше всего, потому что глава района понимает проблемы и туризма, и пчелы. У нас рабочие группы хорошо работают, в других местах похуже, но я надеюсь, что вот эта работа все равно будет улучшаться. К сожалению, Координационный совет последние 2 года не собирается. И как бы у нас сегодня много говорится о создании новых объектов ЮНЕСКО, 2 геопарков, это здорово. Но уже существующий объект, нельзя к нему внимание терять, поэтому я думаю, сегодня и Минэкология, и правительство Башкирии найдет возможность как бы улучшить работу Координационного совета, потому что там работа ведется, улучшается, но ее нужно делать скоординированно, потому что часто мы друг другу вредим из-за несогласованных действий. Скажем, по пещере, на сегодня она в природном списке ЮНЕСКО заявлена как объект смешанного наследия вот, Башкирский Урал, 345 тысяч гектар, и как объект нематериального наследия, который называется пещера Шульганташ живописью палеолита. Ну так судьба распорядилась, что вот везде в Европе, кроме западных Пиренеев, такие рисунки исчезли, а здесь они каким-то образом сохранились. Это редчайший случай.
И, скажем, если мы в течение 40 лет пытались расчищать этого верблюда и потом прекращали под действием критики коллег, а после раз все-таки дочистили, сегодня видно, что защитные козырьки отваливаются, краска смывается потихонечку. То есть разрушение этого в прошлом году скрытого рисунка увеличилось там на 2 порядка. Стремясь к дешевой сенсации, мы можем получить обратный эффект. Мы просто за несколько десятков лет этот рисунок потеряем. Это видно по тем рисункам, которые были расчищены в конце 70-х годов. Поэтому, когда я об этом высказался, вот это началось давление, которое сегодня идет. Ну, надеюсь, что оно закончится. У нас все-таки умных людей больше, чем дураков и подлецов. Михаил Николаевич, вот мы проехали такой большой промежуток маршрута, и везде, в принципе, спокойно, везде порядок. Но за 25 лет руководства заповедником, наверное, случались какие-то необычные ситуации. Вот расскажите о них. В охране? В охране, в принципе, и в целом в заповеднике. В последние 15 лет, когда у людей появились квадроциклы, снегоходы, специально подготовленные автомобили, несколько лет назад был большой вал вот таких нарушителей. Это в основном симпатичные ребята, спортивные, но очень хулиганистые. Но за несколько лет мы тоже их приучили к порядку. Тут вот мы видим, река Нугуш течет, и по ней сплавляются туристы. Они вообще как себя ведут? По Нугушу туристы сплавляются в основном очень хорошие, настоящие туристы, потому что река для сплава гораздо сложнее, чем Белая. Здесь после деревни Верхний Нугуш раньше на протяжении 80 километров не было ни связи, ни деревень, поэтому это люди достаточно подготовленные. Сейчас мы участок Нугуша от Галякберова до бывшего хутора, который проходит вдоль нашего берега, обустроили отвлекающими стоянками. У нас люди в информационно-сервисном центре Галякберова получают информацию, потом там стоят информационные щиты большие, где указано расстояние до следующей стоянки, ее географический координатор по навигатору, и каждый турист уже представляет, где он может без нарушения заповедного режима остановиться. На всех стоянках есть контейнеры для мусора, дрова. За 2 года ни одну из них не сожгли, не расстреляли, поэтому я думаю, что туристы просто это восприняли хорошо. Тем более мы за стоянки эти денег не берем. Мы просто сделали так, чтобы было меньше нарушений заповедного режима, как осознанных, так и неосознанных. Получается, вы создаете благоприятные условия для туристов, а их уровень культуры туризма растет, да, скажем? Ну, вообще, по Нугушу туристы более симпатичные, чем по Белой, в общей массе. Это вот устье речки Кужи, которая является центральной водной артерией заповедника. Она делит его примерно надвое. Мы сегодня как раз заехали в заповедник на восточной границе, где она к нам притекает. И сейчас попали в устье. Выше заповедника есть хорошо разведанное и законсервированное Кужинское полиметаллическое месторождение, которое имеет шансы создать очень большую угрозу как для заповедника, так и для реки Нугуш и Нугушского водохранилища, поэтому хотелось бы этого не допустить. Там разработка может быть только открытым способом. Сульфат бария, барит. И будет заражение реки, да, по сути дела. Эти все отходы, во-первых, при контакте с водой и воздухом могут превращаться в серную кислоту, во-вторых, им сопутствуют тяжелые металлы. О бортничестве в этой зоне на расстоянии километров 15 можно будет забыть. Все живое в реке и ниже, и в Нугушском водохранилище тоже может пострадать. Поэтому не хотелось бы, сегодня как бы закон не позволяет это месторождение разработать, но у нас уже были попытки этот закон нарушить. Поэтому надеюсь, что мы этого не допустим вместе с вами. Михаил Николаевич, сейчас мы подошли к пещере,
Шульганташ самый такой, наверное, якорный объект заповедника, с которым связаны не только истории открытия, рисунков, но еще и мистические. Вот как вы, как директор заповедника, относитесь ко всему этому? Пещера всегда была такой грандиозной, таинственной, поэтому в древности, конечно же, люди ее воспринимали со страхом, возникали всякие мифы. Треть, если не половина богатого башкирского эпоса, связана с пещерой и объектами, расположенными рядом с ней. Я сам лично как-то, к сожалению, не особенно склонен верить в мистику. Я просто знаю, что есть явления и процессы, которые современная наука не всегда может объяснить, да и до конца никогда не объяснит. Но тем не менее надо пытаться это делать. Но вот до сих пор люди приходят сюда и отождествляют пещеру с неким входом в подземный мир. Даже случаи, которые недавно буквально произошли, месяца 2 назад, да, тут и белка погибла, лежала, и летучая мышь, и утка, ну и даже тот трагический случай с водолазами. Тут у нас даже бобр погибал, почему-то залез на скалу, и там ему делать нечего. Может быть, решил покончить жизнь самоубийством, я не знаю. Вот. А животные, ну, всегда гибли и будут гибнуть, потому что у них по разным причинам приходит, как и у нас, завершение зубного срока. И эти события каждый год фиксируются, просто в этом году их было чуть больше. Ну, некоторые люди нашли это мистическое объяснение, это их право. А вот что касается водолаза, который погиб буквально недавно. В данном случае речь идет о очень редкой разновидности водолазов. Это спелеодайверы. Такой профессии нет. Это любители, которые тратят уйму времени и денег на то, чтобы этим заниматься. Они исследуют самые труднодоступные уголки недр. Это пещеры, заполненные водой. В нашей пещере работало около 30 спелеодайверов. Вот на моей памяти. Я работаю здесь уже около 40 лет. Из них сегодня 6 в траурных рамках. Это такие очень позитивные, отчаянные, как говорят, безбашенные ребята. Но они хотят этим заниматься. И они приносят большую пользу. К сожалению, риски погибнуть Тоже высокие. при этом хобби, они выше, чем у космонавтов и альпинистов. Вот в Каповой пещере погибло 2 спелеодайвера. Один в 1964 году, Валерий Насонов, председатель спелевого клуба в Уфе. Сейчас он носит его имя. И памятник ему установлен внутри пещеры. 16 марта у нас погиб Олег Паролла. За 3 часа до гибели он дал хорошее интервью. До обеда погружался на 40 метров. 40 метров – это глубина, с которой просто человека поднять нельзя быстро. Все равно погибнет, потому что там определенные процедуры декомпрессии должны и другие разные смеси применяться. Сейчас мы находимся на горе Терментау, это гора над Каповой пещерой. Перед нами излучина белой, и здесь происходит зона контакта с заповедником нацпарка. Вот правый берег Белый – это заповедник, левый берег – это национальный парк Башкирия. А под нами пещера, да, получается? Пещера под нами, причем вот недавно были проведены очень детальные съемки пространственные. Оказалось, ну это и раньше было известно, что вот там вот местами полости пещеры выходят на поверхность до 14 метров, то есть они совсем рядом. Михаил Николаевич видел книгу «Мысли о прошлом и будущем», автором которой являетесь вы. Она вышла к юбилею. Я успел только почитать об истории начала, но вот мысли о будущем не услышал. Ну, поскольку я всю жизнь отработал в заповеднике, мне как-то хотелось бы, чтобы он существовал, развивался, выполнял свои задачи, поэтому в этой книжке, 60-летию, которую мне помогли издать друзья, я попытался объединить все, что раньше писал, потому что готовилась книжка в течение недели, быстро оставить что-то на память. Эта книжка мне помогает сегодня в работе с чиновниками. Я ее дарю друзьям. Сегодня сюда нужны дороги.
нужен газопровод, нужна закольцовка электролинии, нужно улучшение связи, в том числе оптиковолоконка, потому что сегодня интернет здесь очень плохо. Тут задач очень много, работы много. В принципе, и вы немалую долю выполняете. Как удается сохранять бодрость тела? Что помогает? Липовый мед? Может, какие-то местные травы? В чем секрет здоровья вашего? Ну, я не во всем здоров. Тоже есть куча проблем. Но, смотрите, в сегодняшнем мире люди угнетены постоянными проблемами, стрессами. У меня работа как бы любимая. Мне она нравится, несмотря на все ее нехорошие стороны. Есть хорошие друзья, которые трудные минуты не бросают. Но у нас очень достойное как бы поприще, потому что мы занимаемся тем, что нужно всему человечеству. Мы должны сохранить уголки природы как примеры того, какой она была раньше, какой она может быть, если ее не трогать. Таких возможностей все меньше, и как бы выполнять эту задачу все сложнее. Какой вот конкретно совет можно дать молодым ребятам? Ну, молодым ребятам надо вообще не замыкаться на одной работе, а то у них к 30 годам появляется куча болячек сегодня, потому что постоянно стрессы, угнетенность, заботы. Иногда нужно иметь и здоровый пофигизм, давать себе отдых. И самый хороший отдых — это вот на природе. Скажем, поехать по заповедникам нацпарка в Башкирии сегодня не трудно, это не очень дорого, у всех есть машины. То есть заповедник Шульганташ готов принимать ребят, которые устали от работы, от жизни, чтобы заново перезарядиться, перезагрузиться и с новыми силами приступать к работе. Михаил Николаевич, спасибо за такую экскурсию. Эти дни были насыщены. Я думаю, что зрители, которые посмотрят нас, вдохновятся историями, связанными с вами, так и заповедником. В принципе, история заповедника и ваша жизнь уже переплетены, от этого никуда не деться. И люди будут приезжать, отдыхать, восстанавливаться и славить природу и заповедник Шульганташ. Преодолевайте новые вершины, поднимайтесь на гору Термантау и наслаждайтесь видом с этой горы на реку Белая, Агидель и на заповедник Шульганташ. Не надо забывать, что это происходит в рамках задачи, поставленной президентом России. Президент России сказал, что все должны отдыхать в заповеднике Шульганташ. В том числе, поскольку индивидуально он тоже занимался заповедником Шульганташ, у нас сегодня поставлена задача развития познавательного туризма. То есть это туризм не алкогольный, не матрасный. Это познание на природе. Очень полезно для здоровья, для интеллекта. Поэтому приезжайте, мы поможем всем, чем сможем помочь. И мы будем тоже развивать все услуги, которые здесь возможны. Трезвый, активный отдых и заповедник Шульганташ ждет вас.